Сразу после инспекции прошла двусторонняя встреча руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и главы региона. Стороны обсудили текущее состояние системы здравоохранения в регионе, реализацию профильных государственных программ, а также ход исполнения национальных проектов здравоохранения и демография. В ходе встречи рассматривались вопросы модернизации медицинской инфраструктуры, кадрового обеспечения развития системы ранней диагностики заболеваний, совершенствования лабораторной службы и повышения доступности медицинских услуг для жителей региона. Отдельное внимание было уделено вопросам диспансеризации, вакцинации и повышению медицинской грамотности населения. Алла Самойлова дала высокую оценку работе региональных властей и медицинского сообщества. По ее словам, в Ингушетии сформирована прочная основа для дальнейшего развития отрасли, а отдельные направления демонстрируют результаты выше среднероссийских. Но есть направления, требующие внимания. Например, в онкодиспансере уже полгода простаивает маммограф, а это один из ключевых инструментов ранней диагностики рака молочной железы. Такие вопросы нужно решать оперативно. Либо ремонт, либо закупка нового аппарата. Необходима и централизованная лабораторная служба, и усиление эндоскопической службы, включая проведение процедур под наркозом. Это позволит значимо повысить раннюю выявляемость заболеваний. Важно активизировать работу по вакцинации от гриппа и пневмококка, а также усиливать разъяснительную работу с населением. При этом у региона нет роста жалоб по лекарственному обеспечению, что редкость по стране. Это значит, что вы держите ситуацию под контролем. И, конечно, я отмечу высокий уровень электронной записи к врачу. Республика входит в десятку лучших в России. Вижу, что команда работает с полной отдачей и уверена, что вы сможете решить главную задачу, которую ставит государство – обеспечить доступность и качество медицинской помощи каждому жителю. Конец цитаты. Очень важно, что вы приехали, посмотрите. Мы очень внимательно относимся к СВОшникам. Вот. И я вам скажу, что в этом плане врачи закреплены. Вот это очень важно было, потому что президент прямо начинает с этого. У нас очень много жалоб на республиканскую. Это бывшая районная, по-моему, да? Вот, на 200 человек. Сегодня там более 500, да? Потом, там на всю республику травматология, там со всех везут. Есть проект, объединенную больницу так называемую. Понимаете? И поэтому у нас очень много жалоб все равно есть. Потому что я же выезжаю с людьми, разговариваю, вот там это начинается. Старое здание советских времен. Его не расширишь. Нет. Я понимаю, финансы, сложность, такой период у нас. Вот это вот проблема здравоохранения. Вот у нас, я считаю. Потому что люди со всей республики, едут сюда. Понимаете? Там, конечно, вот эта ситуация сложная. И вот новые, слава богу, у нас есть и перинатальные центры, и онкоцентры, и другие. Честно говоря, я очень довольна увиденным. Вот, честно, довольна. Все, что касается в чистом виде организации медицинской помощи, в целом, я бы сказала, что все очень хорошо. Конечно, есть над чем работать. Мы обсудили все планы, мы обсудили, что необходимо сделать. То есть наметили буквально планы на ближайшую пятилетку. Если вы создаете нормальные условия для жизни, если вы создаете нормальные условия для врачей, это классно. То есть это говорит о том, что они будут работать здесь. Вот, поговорили с пациентами. Пациенты, все прям вот на ура, всем только вот все хорошо, все прекрасно. Потому что мы же хотим, чтобы было лучше. Поэтому я говорю, инфраструктура есть, оборудование есть, кадры есть. То есть то, что обычно мы говорим плохо в других субъектах, где нет кадров, не хватает специалистов, нет возможности провести диагностику. А здесь это все есть. Совершенно случайно зашли в кабинет к участковому врачу. Прекрасная молодая девушка, прекрасно все рассказала, прекрасно все ответила. Понимаете? То есть они вовлечены, они знают, что нужно делать, как нужно делать. И мы видим, что самое интересное, если мы посмотрим по структуре жалоб, мы же реагируем на рост. У вас нет роста жалоб. У вас причем на лекарственное обеспечение, где все жалуются, у вас роста жалоб нет. Хотя тоже, если там мы вглубь посмотрим, там есть моменты, есть рост отсроченных рецептов, но они вроде как есть. То есть мы видим, что все закупается, жалоб нет. То есть когда идут отсроченные рецепты, значит, несмотря на то, что есть отсроченные рецепты, то есть вы эти вопросы решаете. То есть это говорит о том, что, в принципе, вы держите руку на пульсе. Спасибо вам большое. У нас в республике очень высокий рейтинг по записи, по электронной записи на прием к врачу. То есть мы везде бьемся по стране, чтобы запись на прием к врачу была, доступна. Вы в десятку лучших субъектов входите
по уровню записи на прием к врачу. Это здорово. А это доступность, это удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинской помощи. То есть они, когда могут попасть на прием к врачу, когда им вовремя дали таблетки, когда их в нормальных условиях пролечили, вот и удовлетворенность пациентов. Поэтому я считаю, что команда у вас очень активный министр, поэтому я думаю, что у нее все получится. Ну, спасибо Так большое. что удачи. Спасибо.